Цели устойчивого развития 9-го направления – это индустриальное, инновационное развитие и стойкая инфраструктура. Касается того, чтобы каждый гражданин мог применить доступ к базовым потребностям и услугам. К примеру, сегодня в мире около 2 миллиардов людей не имеют постоянного доступа к интернету. Соответственно, цель устойчивого развития номер 9 призвана решить эту проблему, и в том числе сократить разрыв между развивающимися и развитыми странами. 70% международных экспедиторов заявили, что инфраструктура в Казахстане улучшилась за последние годы. Однако, если сделать сравнительную оценку со странами среднего уровня дохода, а также со странами мира, индекс в целом показывает, что качество инфраструктуры Центральной Азии еще нуждается в дальнейшем улучшении. Казахстану для достижения целей устойчивого развития ООН по-прежнему требуется порядка $2,4 триллионов до 2040 года. Большие проблемы с прохождением границы тоже являются актуальными в нашей стране. Если смотреть внутри Казахстана, то всего 3 региона являются развитыми. Это город Нур-Султан, город Алматы и Карагандинская область. В таких областях, как Кызылординская либо Мангыстауская, мы вообще не наблюдаем развития инфраструктуры, либо новых инноваций в том же бизнесе или вообще в малом предпринимательстве. Что же предлагает ООН? ООН предлагает развивать качественную, надежную и устойчивую стойкую инфраструктуру, включая региональную и трансграничную. Повысить уровень занятости в промышленности и долю промышленного производства в валовом внутреннем продукте, ВВП. Расширить доступ мелких промышленных и прочих предприятий к финансовым услугам, в том числе к недорогим кредитам. К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные предприятия. Активизировать научные исследования, наращивать технологический потенциал промышленных секторов во всех странах и значительно увеличить число работников в сфере НИОКР в расчете на 1 миллион человек. Существенно расширить доступ к информационно-коммуникационным технологиям и стремиться к обеспечению всеобщего и недорогого доступа к интернету в наименее развитых странах к 2020 году. Государством предпринимаются различные программы для того, чтобы улучшить состояние инфраструктуры. Например, государственная программа инфраструктурного развития Нурлу-Жол на 2015-2019 год, который был создан для формирования единого экономического рынка. Кроме того, Казахский национальный университет поощряет все начинания на пользу страны. Проводятся различные конкурсы и проекты среди студентов, такие как «Алтын Сапа», «Мен жастарға сенемін», для того, чтобы они показывали свои идеи, таланты, изобретения. Лучшие получают места и выигрывают призы, иногда даже гранты в казну. И, конечно же, их идеи имеют возможность реализации.